форума. Вот хотелось бы узнать, какое впечатление и добились ли организаторы, и вы в том числе, того, что хотели. Ну, мы добились, конечно, самого главного. Мы собрали большое количество участников, представителей малого и среднего бизнеса. Огромное количество людей приняло деятельное участие в форуме, выступили на панельных дискуссиях. Даже сейчас наше пленарное заседание было похоже даже не на пленарное заседание, а такой какой-то мозговой штурм по самым актуальным задачам, которые даже вышли за рамки панельных сессий. И те вопросы, которые остались на повестке дня, они сейчас были озвучены. Мы понимаем, что это самые важные, самые актуальные вопросы для малого и среднего бизнеса и вообще для всего предпринимательства в республике. И многие вопросы, они уже не просто начали решаться, уже есть конкретные шаги по тому, что через год, я надеюсь, вопросы будут другими. В целом в России, да, замечается снижение, закрывание малого бизнеса. А вот этот форум доказал, что якутские предприниматели не сдаются. И вот здесь хотелось бы с этим узнать, правительство будут какие-то меры для этой поддержки новые, наверное, уже выработаны на этом форуме. И еще нет. Безусловно, меры поддержки, они вообще живой организм. Невозможно придумать универсальные меры поддержки, которые бы сразу отвечали всем требованиям времени, никогда не менялись и были бы постоянно востребованы. Постоянно меняются условия, меняется сам бизнес, и меры поддержки вообще в идеале надо пересматривать каждый год. В этом году у нас многие меры поддержки, которые мы приняли в бюджете прошлого года, показали свою состоятельность, необходимость, востребованность. Но многие меры поддержки мы понимаем, что нужно трансформировать. Например, у нас вопросы по лизинговым, по лизинговым условиям, по нашей региональной лизинговой компании показывают, что нам необходимо понижать планку финансирования в размерах финансирования. Сейчас это 5 миллионов. И мы сейчас в корпорацию МСП уже целый год ведем работу над тем, чтобы снизить эту планку до 2, а лучше до миллиона рублей. Потому что это даст возможность гораздо большему количеству участников бизнеса воспользоваться лизинговыми продуктами. Учитывая статистику, то, что у нас бизнес мини, микро и мало даже малых компаний, даже средних и того меньше, нам, конечно, необходимо эти меры адаптировать под наш бизнес. Ведь меры есть, а не могут воспользоваться. Это бессмысленное упражнение. Поэтому здесь мы хотим в следующем году уже эти изменения внедрить для того, чтобы действительно все могли пользоваться, все могли, кто хочет, кто понимает, что меры поддержки важны, кто занимается правильным, открытым, белым бизнесом, они должны поддерживаться. И особенно был на форуме поднят вопрос о кредитовании в основном малого бизнеса, поскольку действительно сложно. Вот здесь правительство будет приниматься какие-то меры, то есть обнадеживающие предпринимателей. Я думаю, я услышал на прениях и так далее, что они уже планируются. На самом деле, таким очень действенным, удобным и настоящим инструментом в этой работе является открытый сегодня центр «Мой бизнес». Это площадка, на которой любой представитель, любой субъект малого и среднего предпринимательства от открытия компании до сдачи налоговой отчетности, до аккредитации, получения необходимых разрешений, лицензий, патентов, до получения финансовой поддержки, консультаций, конечно, самых разнообразных, может сделать это в одном месте. То есть, по сути, это одно окно для бизнеса вообще по всем проблемам. Там также есть и переговорные площади, там также есть и конференц-зал, можно сделать ВКС с другими регионами, с другими странами. То есть это площадка для бизнеса. Это действительно выражение «мой бизнес», то его название полностью оправдывает. Поэтому это как один из шагов конкретных усилий в этом направлении. Конечно, это всего лишь первый шаг, потому что у нас 4 окна в этом году, к концу, в 2018 году 10 окон будет работать уже к концу этого года, и в следующий год мы вообще должны выйти практически во все районы республики, потому что бизнес наш границ иметь не должен. Развитие Якутии связано с малым и средним бизнесом, да? В любом случае, тем более столько у нас больших задач, да? Хотелось бы, чтобы предпринимательство звучало, наверное, такое хорошее слово.
Ну, на самом деле, вот предстоящее воскресенье – это День предпринимателей Якутии. Это для нас уже действительно праздник, потому что отмечать что-то грустное не хочется, а историю состоящих из одних проблем, конечно, нужно как можно быстрее превратить в позитивную, в такую, в трендовую, в растущую, в динамичную историю. Поэтому мы можем сказать на сегодняшний момент, и чувствуя обратную связь от самих представителей, от самих субъектов бизнеса, что для них это реально праздник. Это не просто дата в календаре, это отметить те результаты, которые достигли мы вместе, это не результаты исключительно правительства. Правительство только лишь снимает эту обратную связь от предпринимателей и подстраивает свою работу для того, чтобы динамика была еще выше. Поэтому прежде всего это праздник самих предпринимателей, это для них, ну скажем, радостное событие, то, чем они занимаются, то, чем они с удовольствием занимаются. И наша задача только повысить им бизнес-настроение своими мерами, своими действиями, своей поддержкой. Спасибо огромное. Мы были в прямом эфире. Я тоже поздравляю всех с этим праздником предпринимательства.